Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что ждет в ближайшие 7 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, очень спокойная идет неделя. Спокойная, уравновешенная, добрая. Добрые дни у вас на пороге. Знаете, какой-то вот покой. Покой, которого вы заслужили, искали. Покой, на который вы даже не смели надеяться. Вас здесь никто понапрасну тревожить не будет. Да, есть моменты, с чем придется столкнуться, но, тем не менее, в целом вы абсолютно спокойны, вы уверены в себе, вы понимаете, что, как, когда нужно делать. Неделя у вас начнется с нормализации климата в доме, в семье, среди близких людей. Спокойно войдете в неделю, также ее проживете. Смотрите, очень хорошая картинка, когда все дома, все спокойны, никто не разговаривает на повышенных тонах. Наоборот, люди друг к другу тянутся. Мужчина к женщине, женщина к мужчине, дети тянутся к родителям. Да? То есть идиллия. Прям тьфу-тьфу-тьфу, да, в доме у вас идиллия. Замечательно. Да, будет какая-то змеючка пытаться тут вползти, нарушить, но вы не позволите. Вы просто не позволите. На этой неделе в грубой форме какой-то женщине вы откажете. Откажете в какой-то просьбе, либо в желании, возможно, вас посетить, либо в желании этой женщины вас куда-то втянуть. Вас, либо вашего, например, супруга, либо вашего ребенка. То есть идет отказ, причем достаточно такой резкий. Вы даже от себя такого не ждете. Долго будете думать, почему же я ей отказала, да, либо почему именно в такой форме я отказала. Здесь уже не выдержала ваша интуиция. Интуиция договорилась с вашим мозгом, и вы как выпалили и все, дали ей отказ, отворот-поворот. Тем самым избавив себя, своих близких от каких-то неприятностей, причем достаточно серьезных. Вы попозже поймете, о чем я говорю. Прям поймете и сами себе будете благодарны. Дальше. Какая-то неопределенность, либо на работе, либо по каким-то вопросам, по каким-то делам. Какой-то, знаете, как подвешенный вопрос. Да? Что-то прям висело, мешало, никак это не решалось. Тут не было ни входа, ни выхода, просто какой-то вакуум. Эта ситуация, она начнет потихонечку двигаться к логическому завершению. То есть, если вы ждали информацию, информация начнет поступать. Если вы ждали каких-то событий, события начнут потихонечку реализовываться. Если вы ждали каких-то одобрений, ответов, помощи, да, ваш этот поезд начнет набирать скорость, да, потихоньку, все больше и больше, и поедем. Поедем по-хорошему, по-доброму, не спеша, но тем не менее к цели поедем. Вам будет и поговорить о чем,
и с кем-то это все обсудить, и вот порадоваться. Порадоваться, что наконец-таки ситуация начинает развиваться. Потому что то невидение, в котором вы очень долго находились, но это действительно как травма для вас была. Травма, которая не заживала, да, рана, которая не заживала. А теперь, смотрите, как вы успокоитесь и поймете, что ничего страшного не происходит. Так, какая-то обещанная то ли награда, то ли выплаты. Вот что-то поступит на этой неделе. Для вас важно, что наконец-таки, да, вам либо выдают, либо отдают. Может быть, не все, может быть, не сразу, там, не полная сумма пойдет, но тем не менее, вот через каких-то людей, либо от каких-то людей к вам идет, поступает. То есть вы берете, вы принимающая сторона. Так, у кого-то в любви, да, в любовном треугольнике ясность будет. Смотрите, здесь мужчина, он сердцем, и это сердце он несет к вам. А какая-то женщина его, видите, со спины хватает и пытается остановить. Но его уже не остановить, потому что в голове у него только вы. Ему не нужна та другая женщина, он ее не хочет, как, знаете, на дух уже не выносит, но идет к вам, именно к вам и со своим сердцем. Возможно, это решение, возможно, это предложение. Вот именно вам сделает предложение. Вот. Он выбирает вас, он хочет быть с вами. И он вам об этом обязательно скажет. Да, что тут счастье такое? Счастье, умиротворение, да, и как исполнение даже, да. Вы давно этого ждали, вы очень хотели. И вот, пожалуйста, вы это получаете. С детьми здесь вопрос выходит. Ребенок, может быть, болел, может быть, какие-то проблемы были у ребенка, например, там, в школе, в коллективе. Может быть, долго работу не мог найти, там, взрослый ребенок, да. Либо с учебой что-то не получалось. И тут очень хорошие положительные результаты. Я вижу, что вы пытались помочь, я вижу, что вы какую-то колоссальную работу проделали, да. Ну, если болел ребенок, то лечили, там, не досыпали, там, у кровати дежурили, по врачам водили, там, покупали лучшие лекарства. Вот, пойдут результаты. Либо если были проблемы в школе, вы там ходили, заступались, что-то кому-то доказывали, да, вот начнутся улучшения. Если ребенок долго не мог найти работу, ну, вы, наверное, молились, просили за него. Вот. Очень, кстати, положительные моменты идут. Приятные. Я вижу, что вы вот прям смотрите на своего ребенка и нарадоваться не можете, да, что все так хорошо. Так. Кому-то, кстати, вещий сон приснится. Видите, прям посерединке вышла у нас луна. Луна, от нее дорожка идет. Вещий сон. Сон, который либо предскажет какое-то будущее, там, ближайшее, отдаленное, да, какое-то предсказание через сон вы получите, либо как ответит на ваш вопрос, да, как вам поступить правильно, что вам нужно делать, да, может быть, у вас вопрос какой-то есть в голове, вы никак не можете найти ответ. Вот через сон идет. Кто у меня посильнее, я просто знаю, что у меня есть здесь девочки, которые обладают силой, но в свою силу совершенно не верят. У вас даже видение может быть. Знаете, проснетесь среди ночи и как увидите кусочек будущего, либо увидите, может быть, духа, либо ангела, который вам скажет, либо подскажет, да, даст вам какое-то наставление. Знаете, так в жизни часто бывают люди, которые действительно обладают силой, способностями, до последнего в это не верят и от этого отказываются. А всякие шарлатаны, убогие, такие, знаете, алчные люди, они ж только, как говорится, дай возможность, да, себя проявить. Вот такая несправедливость в жизни есть. Так, ну тут обязательно вот ответ получите, да, либо действительно, может быть, со своим духовным наставником даже встретитесь. Сильное событие идет. Это середина недели. Вот знаете, может быть, со среды на четверг, либо с четверга на пятницу. Вот произойдет. У вас, знаете, даже какая-то дрожь может пойти от этого. Это нормально, не пугайтесь. Это нормально.
Так, здесь у меня какие-то поездки, либо зачем-то вы будете ходить, причем не одна, да, не один человек, а с кем-то, либо в место, куда вы пойдете, ну, допустим, вы идете на рынок, либо вы идете в магазин, вы очень приятного, доброго собеседника встретите, либо какого-то знакомого встретите. То есть тут комбо, два в одном. И покупки сделаете, и хорошо время проведете, да, поговорите с кем-то. Кстати, очень много положительных моментов вы узнаете, какая-то информация, либо какие-то сообщения, может быть, о каких-то общих знакомых вы что-то хорошее узнаете. Либо, например, человек по секрету поделится о грядущих хороших переменах. Да, там, может быть, в политике, либо в экономике. Ну, приятные беседы и очень познавательные. Очень полезные именно идут для вас в информативном плане. Так. Здесь какая-то паника у людей. Паника. Не могу понять, с чем связано, но вот какие-то люди в вашем окружении могут паниковать. Паниковать, переживать, даже нагнетать обстановку. Но вы будьте крайне спокойны. Вы как почувствуете, что это все пустое и что не нужно так прям остро реагировать. Вот еще придется вам успокаивать этих паникеров, призывать их к порядку. У вас получится. Вы настолько решительны, вы настолько в себе уверены, да, и люди вот просто чисто визуально будут смотреть на вас и успокаиваться. Так, кому-то, кстати, придется помогать своему любимому человеку, своему мужу в решении какого-то вопроса. Вопрос финансовый. Может быть, на работе что-то не так, либо в бизнесе что-то не так. Вот прям как, знаете, вот его проблема, она состоит из тысячи разных ситуаций, да, вот как клубочек такой намотанный. И вы так потихонечку, методично все это распутаете, все по полочкам разложите. Удивите его страшно. Не, ну он, конечно, догадывался, что вы очень умная женщина, но что прям настолько. Вот, будет смотреть на вас широко распахнутыми глазами и, знаете, прям поклоняться вам, да, преклоняться перед вашим талантом. Да. Ну, для вас это не важно. Для вас важно, что вы сможете помочь любимому человеку. Вот что для вас важно. Кстати, это вот у многих отыграется, что это одна из ваших миссий — помогать другим людям. Помогать, ну, как ваш дар, ваше предназначение, помощь другим людям. Так, здесь у меня кто-то запланировал поездку в какое-то особое место. Может быть, ну, я не знаю, поездка к родным, поездка в родительский дом, либо поездка, может быть, даже по каким-то святым местам, либо какое-то специфическое место. Что-то вы запланировали. И очень переживаете, получится, не получится, будут ли какие-то помехи. Значит, кто запланировал, ни о чем не думайте, смело поезжайте, все будет замечательно. Замечательно, вы и съездите хорошо, и вернетесь также благополучно. Все, что вы там себе наметили, все вы сделаете и сделаете гораздо больше. Либо больше мест посетите, либо больше там людей знакомых увидите, либо еще что-то вам интересненькое вот именно в пути откроется. Тут еще раз благополучно идет поездка, и очень позитивно на вас отражается эта поездка. Так, здесь у кого-то кто-то уехал. Не могу понять, кто вам этот человек. Может быть, и родственник, а может быть, и друг, да, но вы относитесь как к родственнику к этому человеку. Человек уехал, как-то в попыхах уезжал, как будто бы все бросил и уехал. Возможно, вам придется отправлять какие-то вещи этому человеку, либо собирать какие-то вещи для этого человека. Но будет чем заняться. Я вижу, что вы вот как-то с большой любовью, очень аккуратно что-то складываете, собираете, как свою энергетику вкладываете в эту посылку, да, либо вот в этот пакетик, который вы собираете. Да, как мама, хочется сказать, как мама заботится. Очень доброе дело вы делаете, очень доброе. Поверьте, вам это дело засчитается не одним плюсом в карму, может быть, там 10 плюсов нарисуют, а может и больше.
Это действительно очень хорошее, доброе дело. И то, как вы к этому отнесетесь, и то, как вы аккуратно все это сделаете с большой любовью. Да. Не, ну вы не ждете похвалы, вы не ждете каких-то профитов с этого момента. Вы это делаете по зову сердца. Так. Кто у меня долго искал работу, либо искал себя, например, свое призвание? Может быть, вы не особо нуждаетесь в работе, да, но вам хотелось бы чем-то заниматься. Ну, либо наоборот, вы очень нуждаетесь в работе, но вы никак не могли найти работу, заключить контракт. Смотрите, на этой неделе, вот под самый конец недели, либо вы наткнетесь на очень хорошее объявление, вот вакансию, то, что вы действительно искали. И вы так почитаете, поймете, что «О, это про меня, мне это подходит». Я подхожу по требованию, то, что предлагается, подходит мне. Вот. И вы так, может быть, созвонитесь, либо отправите туда свое резюме, CV свое отправите. Вот. Прямо, знаете, как от сердца отойдет это переживание. То есть вы неделю заканчиваете на позитиве. То есть вы понимаете, о, я себя нашла. Для тех, кто искал свое предназначение, у вас к концу недели, это уже может быть и пятница, и суббота, идет, ну, как встреча с мечтой. Возможно, вы, ну, вот, либо визуально, либо как увидите, либо прочитаете, либо кто-то вам расскажет о каком-то деле, о каком-то увлечении, и у вас прям глаз загорится, вы скажете: да, вот это мне нравится, вот этим я очень хочу заниматься. То есть как себя находите. Тоже, кстати, очень приятно будет. Так, выходные. Ну, выходные у вас очень, кстати, насыщенные идут. Смотрите, видите, вы птицу за крыло держите. Здесь будет очень много разговоров, очень много общения, встречи какие-то будут. Может быть, это и не физические встречи, может быть, вы будете встречаться на просторах интернета, да? Либо очень много разговаривать со своими близкими, знакомыми по телефону. Но общения будет очень много. И общение идет в положительном ключе. То есть то, что вам говорят, вас не огорчает, не расстраивает, не заставляет вас переживать, а наоборот. Кто-то будет смеяться очень громко, кто-то будет получать удовольствие от общения с людьми, да, и от той информации, которую вы получаете. Кто у меня в паре, в браке, в отношениях, здесь очень много романтики, и вы время проводите вместе, да, то есть если вы без детей, то вот прям вместе, у вас планы, вы там и отдыхаете вместе, и куда-то ходите вместе, какие-то покупки вместе делаете, да, планированием занимаетесь, вот просто друг друга за руку держите. Если у вас есть детки, то же самое, но только с детьми, да, то есть семья в полном составе, идет гармония, идет вот постоянное сближение между людьми и, возможно, даже вот посещение каких-то развлекательных мест. Ну, например, там зоопарк, не знаю, цирк, там, театр, может быть, да, либо какое-то игровое место. Вот. И вот все развлекаются, знаете, вот вся семья развлекается. Не только, например, дети на игровой площадке играют, но и взрослые присоединяются к детям. Очень интересно. Кстати, у кого-то будет встреча, вот как будто бы две семьи встречаются. Может быть, это ваши кумовья, может быть, это ваши там братья, сестры, родственники. Вот несколько семей время хорошо проводят. Знаете как? Очень весело и очень интересно. Так, и еще важный момент. Момент какой-то победы идет для кого-то из вас. Победа. Победа над какими-то превратностями судьбы, либо над очень жесткими обстоятельствами. Я не могу конкретизировать, это общая цыпка, но я вижу, что какую-то острую проблему, да, какую-то даже гору проблем вы переступаете. То есть эта гора вам уже не грозит, эта гора уже не преграждает вам путь. Как это произойдет? Ну, конкретно в эту неделю, само собой. Но, как я понимаю, что до этой недели вы прилагали просто титанические усилия, колоссальные усилия на то, чтобы все это порешать, все это до ума довести.
То есть в эту неделю вы как будто бы своим триумфом наслаждаетесь. Вот отсюда и столько много позитива идет. Ну, мои хорошие, я вас поздравляю. Неделя действительно очень хорошая, очень добрая. И вы действительно своими руками все это создаете, своими усилиями. Время отдохнуть и набраться сил. И дай Бог, чтобы так все и было. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.